Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. 20 и 21 января в Якутске состоялся блиц-тренинг проекта Медиа-академии по специальной военной операции с участием федеральных спикеров. Гость нашей студии – участник проекта Ольга Чуванова, доцент кафедры зарубежной литературы Донецкого национального университета. Ольга Игоревна, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите нам, пожалуйста, о проекте, что это вообще в целом за проект и проводится ли он на всероссийском уровне? Данный медиапроект связан с необходимостью освещения тех событий, которые происходят на территории Донецкой и Луганской народных республик, но не только. Как вы понимаете, в рамках данного медиапроекта обсуждаются вопросы, связанные с информационной войной, которая нынче ведется между Западом и Россией. И важно, что в контексте обсуждений, осуществленных в последние 2 дня, затронуты вопросы не только техник, методов, технологий освещения событий, но также вопросы философии, психологии и этики, поскольку нам важно сохранять, и это задача данного проекта, ясность сознания. Если мы не будем этого осуществлять, то за нас это сделают другие. И в таком случае мы просто передадим в руки представителей Запада интерпретацию происходящих событий. Поэтому, наверное, важно в данном случае отметить, что мы все голоса, особенно те, кто прибыл из Донбасса, голоса тех, кто там находится, кто там живет и кто переживает эту ситуацию изнутри. Да, проводится проект на всероссийском уровне, и это тоже значимо, потому что с учетом того, что дезинтеграция общества может быть благостным злом, поскольку общество начинает пробуждаться, задача проекта — объять как можно большую аудиторию, чтобы у всех был доступ к подлинной информации без купюр. Расскажите как раз о своем участии в данном проекте, из чего началось это и каким образом вы подключились к работе. Произошло это, как всегда, внезапно. Поскольку мы, дончане, живем одним днем, то и запросы и идеи приходят внезапно. Помимо прочего, меня, конечно, пригласил Игорь Владимирович Кимаковский поучаствовать и объяснил это тем, что я как представитель образовательной среды, как преподаватель, работающий со студентами, и при этом человек, который родился в Донецке, пережил события 2014 года и сейчас продолжает жить и работать в Донецке, имею что рассказать людям, которые там никогда не бывали. И подключение к проекту было тяжелым. В этом я не стесняюсь признаться, потому что для человека, который там живет, все естественно, прозрачно и понятно. Но говорить о переживаниях всегда трудно, потому что для каждого из нас это личная трагедия. И поэтому проговаривание, которое необходимо, дается порой с трудом, но это нужно делать. Ваш мастер-класс называется «Женский взгляд на СВО». О чем он говорит? Название несколько парадоксально и объемно. Смыслы его заключены внутри. Да, есть это слово «женский взгляд», «женский». Но хотя название вызывает у аудитории некий горизонт ожидания, он, конечно, ломается с каждым словом, потому что в первую очередь я выступаю как человек. Человек, который переживает события наравне со всеми. И в данном случае у нас нет разделения на мужчин и женщин. Каждый страдает и каждый в опасности. СВО для жителя Донецка, для жителя Горловки, Луганска, других городов — это тоже не внезапность. Для нас это то, к чему мы шли все эти 8 лет. И поэтому, естественно, что в рамках данного условного мастер-класса, потому что рассказывание своей трагедии — это вряд ли можно назвать мастер-классом обучающим. Мы не можем научить другого человека страдать. И тем не менее, в рамках разговора об СВО я говорю, конечно, в первую очередь о 2014-м, когда все началось, когда это брожение масс, выступления на Майдане привели к расколу внутри страны, привели к тому, что мирные люди погибали под
боевыми машинами и впоследствии вынуждены были взять в руки оружие. Люди, которые никогда в жизни его не держали, чтобы защитить свои семьи, своих жен, матерей, детей. И вот тут включается женская часть и женская составляющая. Дело в том, что когда в 2014 году начались массовые эвакуации, в том числе из Донецка, многие жены остались, детей отправляли с бабушками и дедушками, а жены оставались, потому что ждали своих мужчин, ушедших в поля, защищать свои семьи и свою родную землю. Когда мужчины ушли на фронт, кто остался на местах, и кто продолжал делать что-то, чтобы город жил? Это были женщины. Женщины, которые сидели в подвалах с детьми, со стариками, с ранеными, которым приходилось брать на себя тяжелый труд, мужской труд, чтобы жизнь не прекращалась. Жены, матери, дочери, сестры, которые ждут своих мужчин из этого ада войны. Женский, потому что женщина — это тыл мужчины. А нам сейчас всем очень важно собраться. И когда мы говорим промеж себя условия мобилизации, я могу говорить о себе, своя принципиальная точка зрения и точка зрения моих близких и друзей о том, что мы все должны быть мобилизованы. В том смысле, что мы должны собраться с силами, чтобы выстоять и выдержать. И здесь уже срабатывает вот это вот женское начало, дающее жизнь. Мужчина — воин, мужчина идет вперед, а женщина эту жизнь продолжает и поддерживает. И, конечно, когда мы говорим о детях, которые остаются, у нас многие дети остаются в Донецке и не выходят из своих домов, потому что не имеют возможности ходить в школы, школы обстреливаются постоянно. Да? Женщины берут на себя эту полную роль воспитателя. И это очень сложно, потому что, например, мальчикам нужно мужское общение, чтобы стать мужчинами. И женщинам приходится выдумывать, как и до них донести, до этих мальчиков, будущих мужчин. Сколько всего нужно в себе сохранить и развить, чтобы стать целостным человеком. А в каких регионах вы уже успели побывать? Успели побывать на Сахалине, Южно-Сахалинске. Да, это первое выступление с данной темой. И это тоже было непросто, потому что само согласие выступить, когда ты не говоришь об этом, вынуждает тебя ломать в себе те психологические барьеры. Можно назвать это вытеснением, можно назвать это подавлением, как угодно. Но когда лично я вышла на сцену, каждое слово давалось с трудом. Когда ты об этом не говоришь, а Южно-Сахалинске это был первый опыт, и ты внезапно обнажаешь себя, как по Левинасу, ты открытая рана, и тебя может считать каждый. Это сложно, но подзадориваешь себя тем, что если ты этого не скажешь, то скажут за тебя. Было очень приятно, что нас восприняли как часть себя. Дело в том, что в 2014 году, во время паники, эвакуации, перемещений, я полагаю, многие чувствовали себя отрезанным куском, вне пространства, вне времени, вне корней. Отсюда и было желание возвратиться. И, конечно, эта ситуация, это восприятие изменилось. И когда мы прибыли в Южно-Сахалинск, я была очень удивлена вот этим теплым отношением, пониманием. Потому что одно дело, когда ты выступаешь на сцене, другое дело, когда тебя дергают и спрашивают, а что там еще происходит. Этого не было. Потому что каждый понимал, что человек несет в себе трагедию переживания. И это позволяет чувствовать себя более неодиноким. Ну, сейчас такой немного будет отрешенный вопрос. Последнюю неделю в республике у нас аномальные холода. Как вам наша погода? Погода чудесная. Если честно, вначале переживала, но, знаете, в суровом климате всегда рождаются и вырастают сильные, крепкие люди. Наверное, это нас тоже сближает. Наш край шахтерский, и вечные обвалы, и аварии на шахтах тоже заставляют ценить жизнь. И вот с этой мыслью я ехала в Якутск. Когда выходишь на свежий воздух, на морозный воздух, он бодрит.
И он о многом говорит, вообще эти условия говорят о том, какие люди здесь живут. Ольга Игоревна, спасибо вам большое, что пришли, ответили на все наши вопросы. Я вас благодарю. Спасибо. Ну, я напомню, что вы смотрели актуальное интервью. Всего доброго.